Добрый день, уважаемые коллеги. К сожалению, нас сегодня меньше, чем на первом заседании, но все равно хотелось бы, во-первых, узнать, слышите и видите ли вы меня. Просьба в чат плюсик поставить, если слышите и видите. Ага, замечательно, спасибо. Соответственно, сегодня мы с вами, как и договаривались, поговорим про использование табличного редактора. Я, собственно, разберу несколько заданий основных, которые у нас в ЕГЭ встречаются, которые можно решать с помощью табличного редактора. Сразу хочу оговориться, что некоторые задания из этих можно решать и без помощи табличного редактора. Можно решать эти задания, например, с помощью программирования, с помощью любых средств программирования. Сегодня речь идет именно про табличные редакторы, поэтому примеры, которые буду показывать, задания, точнее, вот как раз заточены под табличный редактор. Ну, давайте, собственно, потихонечку разберемся, что мы будем делать, какие задания я планирую рассмотреть. Опять же, напоминаю, что если у вас будут какие-то комментарии и, может быть, вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Хотя еще раз хочу повторить, что у нас немного, но все равно хотелось бы услышать вашу реакцию и ваше мнение. Соответственно, какие задания мы сегодня обсудим? Собственно, и какие, так скажем, навыки мы можем здесь применять, да? То есть одно из первых заданий – это на составление таблицы истинности, задание номер 2. Следующее задание, я здесь, кстати, не включил задание номер 3, оно формально на базы данных, но я его не включил, потому что от Excel там только применить, собственно, фильтр, например, да, и задание будет решено. Там скорее нужно понять, о чем идет речь, потому что задание сравнительно новое, оно не очень понятное на первый взгляд, но если вчитаться, нужно просто из таблиц excel-евских выбрать с помощью фильтра определенные данные. Соответственно, следующее задание – это проверка условий на наборе данных, задание номер 9. Дальше 16 задание на рекурсивный алгоритм, на поиск значения. 18 задание на обработку целочисленных данных. 19-21 задание на стратегию игры. И 26 задание на обработку целочисленных данных с помощью сортировки. Какие, собственно, навыки желательно повторить с ребятами при подготовке данной темы? Ну, очевидно, что нужно нам повторить такие вещи, как использование формул, как их писать, использование функций встроенных в Excel, и также поговорить про тиражирование формул, когда вы протягиваете формулу. Здесь есть несколько нюансов, в частности, про закрепление, когда мы ставим знак доллара перед цифрой или буквой, или перед тем и тем. Также рассказать немножко про маркер заполнения, про то, что можно с помощью маркера заполнения протаскивать формулу в любом, по сути, направлении, хоть вправо, хоть вниз, притом и вверх, и влево, про это некоторые забывают. И есть такие интересные моменты, я об этом напомню, когда будем рассматривать конкретные задания, что можно по маркеру заполнения дважды нажимать, и столбец тогда у вас заполнится, сравнявшись с соседним столбцом. Про это многие ребята не знают, и это немножко усугубляет ситуацию там, с 26-м, например, заданием, когда данных очень много, там, до 60 тысяч, условно говоря, может быть, и протаскивание, естественно, не самый оптимальный вариант, а вот с помощью маркера можно быстро заполнять. Также вспомогательные вещи – это сортировка и фильтр. Сортировка – важный инструмент, потому что 26-е задание по спецификации, если вы помните, как раз идет в явном виде, написано, что обработка отсортированных данных. То есть без сортировки там, в принципе, не получится решить его. Фильтр – это не обязательный инструмент, но с ним гораздо проще будет работать в некоторых заданиях. И также неплохо бы было повторить такой инструмент, как условное форматирование, который позволяет нам выделять некоторые ячейки в зависимости от условия, то есть оформлять их определенным образом. Например, это удобно очень в заданиях 19-21 для того, чтобы какие-то ситуации выигрышные или проигрышные отмечать. Вот это основные инструменты, которые нам могут понадобиться. С остальными инструментами уже опционно, то есть если вы хотите рассказывать. Кстати, вы можете поделиться, если вы какие-то дополнительные инструменты для удобства рассказываете, либо сейчас можете рассказать об этом, либо, собственно, когда мы дойдем до конкретных заданий, можете свои какие-то идеи тоже высказывать, как вы эти задания решаете с помощью табличных редакторов, потому что, опять же, я никоим образом не претендую на то, что
это решение прям самое идеальное и лучше нельзя придумать. Да? То есть я те варианты, которые буду рассказывать, это один из вариантов, ну, возможно, собственно, не самый лучший. Так, ну, давайте, собственно, к самим заданиям. Задание номер 2. Ну, собственно, задание на построение таблицы истинности. Очевидно, что задание можно строить, точнее, таблицу в этом задании можно строить по-разному. Можно, в принципе, руками построить таблицу по выражению, то есть на листочке. Можно это задание решать рассуждениями, то есть мы можем, зная свойства, например, конъюнкции в данном случае, рассуждать, что каждая из скобок должна равняться единице, так как конъюнкция в итоге должна дать единицу, порассуждать насчет следствия, когда дает единицу, ну и так далее. Тут маленький такой момент есть, что в данном случае, в данном конкретном задании рассуждениями задание решается хорошо. Если же говорить про задания, которые были на экзамене и в статградах, рассуждения, к сожалению, не очень хороший результат давали, сложно было рассуждать, и ребята, к сожалению, рассуждениями не очень хорошо справлялись с этим заданием. Ну и кроме этого можно еще запрограммировать данную, собственно, функцию, да, то есть выписать таблицу истинности и ее анализировать. Ну и мы сегодня разберем как раз способ построения с помощью табличного редактора. И сразу, опять же, хотелось отметить, что на самом деле то, что мы сейчас построим, это всего лишь половина решения, да, потому что, как мы видим, в данной задаче у нас таблица дана, но она, собственно, не полная. И здесь важный момент, что некоторые ребята, к сожалению, неправильно трактуют задачу. Ну, кроме того, что у нас вот здесь не написаны переменные, нам их нужно определить, да, то есть порядок переменных мы не знаем. Многие ребята додумывают ситуацию с вот этими пустыми ячейками. Некоторые почему-то считают, что это нули должны быть. На самом деле это не сказано, и додумать, собственно, здесь не надо. Любая пустая ячейка может быть чем угодно, как нулем, так и единицей. Кроме того, ребят иногда смущает такая ситуация, что вот строки, которые мы имеем, они в нашей таблице могут располагаться, естественно, любым образом. Все зависит от того, в каком порядке мы входные данные сами представляли. Поэтому тут могут быть разные абсолютно ситуации. И ребятам надо об этом говорить. К сожалению, не все на это обращают внимание, начинают додумывать, начинают, собственно, получать не тот ответ. Вот. Собственно, давайте к решению. Что мы можем сделать? Я покажу, наверное, это задание на заготовке, то есть оно у меня уже готово, естественно. Я некоторые нюансы просто оглашу. Если нужно будет подробнее, то присутствующие могут об этом попросить, я немножко поподробнее расскажу. Так, я сейчас включу демонстрацию Excel, тот, собственно, файлик, который у меня есть, заготовочка. Надеюсь, его, собственно, видно. Если вдруг не видно, то пишите. Я постараюсь, опять же, некоторые моменты специально масштаб увеличивать. В данном случае мы уже чуть-чуть побольше сделаем. Да? Собственно, что нам нужно будет сделать в данном случае? В данном случае нам нужно построить таблицу. Первое, что мы сделаем, это построим входные данные. Я предлагаю строить классическим достаточно способом. Ну, по сути, это двоичные числа, да, у нас от меньшего к большему. И тут проблема в том, что если строить как двоичные числа, это не всегда удобно, и ребята часто сбиваются. Нужно напомнить им, акцентировать свое внимание на том, что младший разряд у нас может чередоваться. Да, кстати, у меня тут что-то недостроено. Чуть-чуть. Может чередоваться через 1. То есть вот 0, 1, 0, 1, 0, 1. А следующий разряд чередуется по 2, 2 нуля, 2 единицы и так далее. Следующий по 4, следующий по 8. В принципе, так заполнять таблицу гораздо проще, но ребятам об этом нужно напомнить, потому что бывают разные ситуации, и ребята об этом просто забывают, наверное, потому что таблицы истинности обычно строят, в зависимости от программы, это 8-9 класс, и зачастую к этому не возвращается, если у вас нет подготовки к ЕГЭ. Что мы делаем дальше? Дальше мы строим логическую функцию, но здесь, опять же, несколько нюансов, на что бы хотелось обратить внимание. Первое. Функции логические, стандартные дизъюнкции и конъюнкции у нас в Excel это полноценные функции Excel. Да? О чем это говорит? О том, что саму функцию или мы должны выносить как бы вперед, аргументы мы в скобках должны указывать. Это крайне непривычно, и ребята это сбивает с толку, потому что
мы помним, да, что если мы расписываем формулу на бумажке, условно говоря, то дизъюнкции и конъюнкции мы ставим между операндами, а здесь нужно выносить вперед. Это вызывает ряд так скажем, неудобств, но с этим можно жить. Собственно, какие проблемы с этим могут быть? Да? То есть совет такой: лучше не торопиться и не писать всю формулу в единую, всю функцию логическую в одну формулу не надо записывать, хотя можно, да, то есть некоторые ребята с этим замечательно справляются, но вот эта идея выноса функций вперед, она, конечно, к сожалению, сбивает ребят. Поэтому я, например, и сам, и ребятам рекомендую все-таки делать, может быть, не совсем подробно, но какими-то действиями. Да? Вот здесь у меня сверху обозначены некоторые действия. Да? То есть вот первая скобка по порядку — это x равно w. Формула у меня будет достаточно простой, я специально буду включать. Тоже ребят некоторых, кстати, такая запись смущает, но здесь ничего противозаконного и странного нет, потому что первое равно — это, собственно, от формулы экселевской, а внутреннее равно — это непосредственно сравнение. Поэтому здесь все хорошо, все нормально, и, как мы видим, сравнение абсолютно допустимое. И тут сразу, пока не забыл, напоминаю про маркер заполнения. Как я уже говорил, можно маркером заполнения пользоваться достаточно стандартно, протаскивать, схватив его, а можно сделать таким образом: дважды нажав на маркер заполнения, давайте, чтобы наглядно было, я уберу формулу, чтобы наглядно было, мы дважды, если нажмем на маркер заполнения, то у нас столбец заполнится формулами и сравняется с соседним столбцом, что, в принципе, удобно, особенно для заданий, где большое количество. Здесь понятно, что руками заполняем, что маркером заполнения, таким хитрым образом допустимого варианта, и проблем с этим нет. Ну и дальше мы по шагам просто строим все действия. То есть вот следующее действие, я опять же расписывать не стал, это y следует скобочка, которую мы уже построили. Вот тот как раз момент, о котором я говорил. Сейчас давайте чуть пошире специально сделаю, чтобы формула была в том числе видна. Вот то, о чем я говорил, очень неудобно, непривычная, точнее, запись для ребят зачастую. Мы должны вынести вперед или отрицание первого операнда и второго операнда. Здесь, опять же, проблема какая? У нас в Excel нет формулы как таковой, нет, точнее, функции для логического следования, поэтому мы должны заменить его на стандартный вариант отрицания первого операнда или второй операнд. Кстати, здесь нужно сказать, что если посмотреть кимы, которые есть на первом развороте, есть некоторые подсказочки про эквивалентные формулы, что следствие как раз эквивалентно вот такой формуле. То есть это такая официальная шпаргалка для ребят. Соответственно, дальше мы строим отрицание скобки. Можно было, понятно, это сделать, вот эти два действия объединить, но я специально сделал подробно, возможно, чтобы лишних вопросов не было. Затем мы строим вторую скобку, и, соответственно, потом мы конъюнкцией объединяем те скобки, которые у нас были. Вот у нас получилась такая таблица истинности. А дальше начинается самое интересное, вторая часть. Как я уже сказал, первая часть задания — это не что иное, как построение таблицы. Вторая часть — это определение, сопоставление, точнее, нашей таблицы и той таблицы, которая дана в задании. Как я уже сказал, строчки, которые мы получаем, и строчки, которые даны в таблице, они по порядку могут отличаться. И переменные, соответственно, по порядку тоже, естественно, отличаются. Как мы можем здесь работать и что мы можем сделать с помощью Excel? Здесь есть несколько возможностей нам немножко облегчить себе жизнь. Во-первых, промежуточные данные, естественно, нам не нужны на момент уже анализа таблицы и сопоставления, поэтому мы их можем скрыть. Потому что лишняя информация, она, конечно, очень сильно отвлекает. Второй момент, мы можем убрать вот эти ложные значения, и сделать это можно несколькими способами. Первый вариант, мы можем включить фильтр и просто убрать все ложные значения. Другой вариант, мы можем, например, точно так же скрыть те значения, которые нас не устраивают. Это немножко может показаться дольше, но суть, в принципе, такая же. Можно было, в принципе, выделить только нужные строчки и подсветить их цветом. Здесь уже зависит все от ребят, как им удобнее, как им виднее. Вот. Ну а дальше начинается самое интересное. Мы должны вот то, что получили, потихонечку сопоставить и понять, что где как происходит. Да? То есть, начинаем с банальных вещей, очень похожих, кстати, на первое задание. Надо искать уникальные объекты. Вот видим, что y только единицей может быть. И если посмотреть на задание,
мы тогда, собственно, видим, что там где-то есть нули, и только в одной переменной, в одном столбце нет нулей. То есть, значит, именно этот столбец должен быть y. Ну и так далее. Рассуждая потихонечку таким образом, мы переменные, собственно, определяем. Понятно, что задания бывают разные, и второй этап, как ни странно, вызывает зачастую некоторое количество проблем. То есть таблицу строят зачастую неплохо, даже вручную строят, это недолго, как ни странно, но вот сопоставление почему-то в какой-то момент вызывает определенные трудности. Вот. Так, если с этим заданием понятно, я потихонечку буду перемещаться к следующему заданию. Опять же, задания достаточно длинные, поэтому я не буду подробно останавливаться прямо вот на каждом задании. Если будут вопросы, то задавайте, я остановлюсь. В крайнем случае, если у нас не будет хватать времени, мы можем часть разбора перенести на следующий раз, когда у нас есть. Это задание номер 9. Ну, здесь у нас такая ситуация, что дана электронная таблица, тройки чисел, нужно определить, сколько там треугольников есть. Я, наверное, не буду подробно разбирать задание. Опять же, здесь основной момент в том, что нам нужно проверить условия существования треугольника. Понятно, что для этого нужно проверять 3 основных условия, да, то, что у нас сумма двух любых сторон больше, чем третья. Соответственно, мы должны 3 подобных условия проверить. Можно, опять же, в одном условии это записать, можно составить 3 отдельных условия. Ну и, соответственно, там, где все 3 условия выполнены, например, ну, кстати, тоже можно по-хитрому проверять, можно 3 отдельных условия проверить, объединить их логическим «и», а можно сделать хитрее, можно сделать функцию «если», и, соответственно, при выполнении каждого из условий ставить единичку в столбец, а потом посчитать сумму этих единичек. То есть если будет сумма 3, значит, все 3 условия выполнены, значит, мы можем считать, что треугольник можно построить. То есть задание на самом деле несложное, оно такое достаточно практическое, и ну, как бы на тренировках, по крайней мере, которые были, особых проблем не вызывает. Поэтому я, с вашего позволения, останавливаться на нем плотненько не буду. Если есть какие-то там идеи, замечания по этому поводу, говорите. Я, естественно, какие-то подробности могу показать, рассказать, но я считаю, что это задание не столь интересно и не вызывает особых таких трудностей. Задание номер 16. Задание на построение рекурсивного алгоритма. То есть вот у нас есть математическое рекуррентное соотношение, некие начальные условия и некоторые условия, как посчитать следующие значения через предыдущие. Здесь нужно важный момент огласить ребятам, что вообще это задание чаще решает, конечно, программирование, потому что рекуррентное соотношение переложить на рекурсивную функцию в любой среде программирования не вызывает проблем практически ни у кого, за редким исключением, у тех, кто не программирует, да, вызывает эта проблема. А в целом задание несложно. Да. Кстати, некоторые ребята делают это задание прямо вручную, хотя в спецификации у нас указано, что это задание на использование компьютера. Какие проблемы в плане ручного счета? Потому что раньше было аналогичное задание, но было исключительно, естественно, ручного счета. Вроде бы и значение небольшое, 26, да, но при подсчетах просто начинают в какой-то момент сбиваться. И как показывает практика, где-то примерно до середины подсчетов доходят, и где-то там после 10-15 значения просто не туда смотрят и не те значения складывают и умножают. Что мы, собственно, здесь должны ребятам рассказать обязательно? В каком случае можно воспользоваться Excel? Тут важный момент, что у нас четные и нечетные числа, 2 категории, да, и самое главное, для четных чисел, как мы видим, мы всегда обращаемся к предыдущему числу. Неважно, какой n, мы всегда смотрим на предыдущее число. Соответственно, когда мы говорим про нечетные, мы смотрим на предыдущее число. И как бы мы ни смещались далеко, расстояние между искомым числом и которые были до этого, у нас всегда либо на 1 отличается, либо на 2. Это важный момент. Если бы у нас было задание, где, например, fn, там, кстати, было такое задание, где было написано, что f с номером 2n считается через n число. Понятно, что чем больше n, тем, соответственно, больше расстояние между искомым числом и предыдущим числом. Поэтому в этом случае Excel, конечно, пользоваться не очень удобно. И табличным, соответственно, табличным редактором. Да? Поэтому
здесь такой момент, что нужно обязательно сказать, что Excel, в принципе, допустим в этом задании, но если мы решаем задачу, где постоянное у нас расстояние между искомым числом и предыдущим. Здесь как раз удобно разбивается на две формулы, отдельно для четных, отдельно для нечетных. То есть можно здесь построить табличку достаточно быстро. Давайте я, наверное, быстренько покажу, как ее строить. Ничего здесь сложного по большому счету нет. Мы видим, что Excel вполне себе для таких целей подходит. То есть что мы можем сделать? Единственная такая подсказочка, что крайне желательно здесь номера сами ввести, потому что у нас номера зависят от, точнее так, номера участвуют в подсчете. Вот мы знаем, что у нас первое число это единица. Для четных что мы должны сделать? Для четных мы должны... Так, задание сейчас у нас скрылось, да? Для четных мы должны номер прибавить предыдущее значение, если я правильно помню. То есть мы должны номер взять и прибавить предыдущее значение. Соответственно, для нечетных мы должны удвоить предыдущее значение. И ребята об этом, кстати, тоже часто забывают. Формула может быть не одна, может быть несколько формул, но при протаскивании они будут как раз у нас чередоваться. То есть вот мы смотрим, да, если мы говорим про четное, оно опять же у нас к предыдущему обращается. Смотрим следующее, оно к предыдущему обращается. То есть мы видим, что здесь у нас как раз вот это равномерное удаление. То есть всегда либо одна, либо две клеточки всего лишь. Опять же, такой момент, здесь появились у нас зелененькие обозначения, зелененькие треугольнички. Это не ошибка. Некоторые ребята сразу такие, мы что-то не то сделали. Что случилось? Если прочитать, это всего лишь предупреждение. Excel в этом плане достаточно по-умному поступает. Он говорит, что вот я обнаружил формулу, которая не соответствует соседним формулам. Это не ошибка, это просто предупреждение. Он нас как бы уведомляет о том, что вот есть такая ситуация, а возможно мы ошиблись. Но мы проверяем, мы знаем, что все нормально. Ну, собственно, ответ. Еще раз напоминаю, что подобные задания можно решать только если у нас расстояние между искомым числом и предыдущими всегда постоянно. В противном случае могут быть некоторые моменты, можно решить и в Excel, но будет это сложнее. Поэтому ребятам об этом обязательно надо говорить. Вот такое, в принципе, легенькое задание, оно не представляет из себя ничего сложного. Задание номер 18, оно уже поинтереснее. Понятно, что чем ближе к концу экзамена, тем задание сложнее и веселее. Задание номер 18, можно считать его уже стандартным. У нас есть некая, ну, так скажем, карта, есть клеточки, в которых лежат монетки. И у нас есть некий исполнитель, как правило, это робот, который перемещается по клеткам и, соответственно, собирает эти монетки. Притом нужно обратить внимание, ребят, на то, что робот обязан собирать монетки. То есть нельзя встать на клетку и не собрать. Ну, теоретически могут быть, конечно, различные условия насчет того, что там, может, не может брать, но если он, если он может не брать, то тогда задача с минимальным количеством монет, она не имеет смысла, в принципе. Ну, собственно, в чем здесь проблема? Проблема в том, что в файле, который нам дан, у нас размерность 20 на 20 таблицы, максимум вообще может быть 29 на 29. Что мы, собственно, должны сделать? Да? То есть мы должны каким-то образом все это дело пересчитать и, ну, собственно, выдать ответ. Давайте мы попробуем это сделать. Я сейчас объясню, как это можно делать. Да, кстати, здесь еще один такой момент, что в нашей таблице, в том году, кстати, таких заданий, ну, они встречались, конечно, но на экзамене, по-моему, не попалось никому. Если вашим ребятам попалось, можете тоже сказать. Но в данном задании есть стенки. В прошлом году на экзаменах стенок, по-моему, ну, по крайней мере, моим лицеистам не попадалось. Ну, по крайней мере, никто об этом не говорил. Так, соответственно, давайте, опять же, я сейчас файлик открою и покажу, как можно решать это задание. Так. Так, вот у нас такая табличка. Это таблица как раз, ну, условно говоря, карта, где располагаются монетки. Что мы должны сделать? Мы должны воспользоваться идеей, которую часто называют динамическое программирование. Хотя здесь, по сути, программирования как такового, естественно, нет. Но идея заключается в следующем, что
у нас есть некое начальное состояние. Ну, по сути, для робота это первая клетка, вот где он будет изначально стоять, и он обязан эти 15 монет взять. То есть начальное состояние, про которое мы знаем, что мы должны делать и что мы должны в данном случае брать. Кроме того, основная идея вот этого динамического программирования в том, что для того, чтобы посчитать какую-то клетку, мы будем анализировать некие предыдущие состояния и будем выбирать наилучшие из них. Кстати, это очень похоже на идею с дорогами, когда мы должны пересчитать, сколько разных вариантов дорог из начального города в конечный. Мы тоже, когда просчитываем город, мы смотрим, откуда мы приходили в город, и смотрели, анализировали, то есть мы суммировали значения. Здесь надо будет поступить, ну, на самом деле, очень похожим образом. Я предлагаю сделать таблицу пересчета снизу, под таблицей. В принципе, можно делать правее, разницы никакой нет. Вот здесь, кстати, надо ребятам сказать одну простую вещь. Если делать стопроцентный масштаб, то мы видим, что, естественно, таблицы не влезают, и можно легко при пересчете дополнительной таблицы, ну, ссылку не на ту ячейку сделать в исходной таблице и легко ошибиться. Притом самое интересное, что ребята, когда об этом слышат, говорят, ну, что мы глупенькие, что ли, так вот, не туда попасть. А на тренировках потом бывает, что, ну, да, не туда попадают. Поэтому об этом им тоже есть смысл говорить и напоминать, что аккуратненько. Масштаб можно делать, ну, любой удобный. Нам, как таковые, на самом деле, значения не обязательно видеть. Мы сейчас будем формулно это все делать, и сами значения нам поскольку нужны. Поэтому можно сделать достаточно мелко, и это будет не критично. Ну, давайте опять же вспоминаем. Начальные условия. Мы знаем, что находимся в клетке. Я могу просто руками поставить. Мы эти 15 монет обязаны забрать. Теперь будем анализировать некие необсчитанные еще клетки. У нас, собственно, ничего еще не просчитано, кроме первой клетки. Сколько монет мы могли бы, ну, давайте для определенности максимально собрать. У нас две задачи: минимальное количество собрать и минимальное и максимальное. Я буду говорить про максимальное. То есть мы будем анализировать, сколько мы бы могли максимально собрать монет, переходя из первой клетки до текущей. Ну, для начала проанализируем верхнюю строчку. Здесь все достаточно просто, потому что мы можем двигаться только слева направо. То есть в эту клетку я могу попасть только слева, ну, потому что верхних клеток у меня нет. Поэтому что мы должны сделать? Мы обязаны взять то количество монеток, которое там было, и мы должны добавить то количество монеток, которое мы накопили в левой клетке до этого. Ну, тут, понятно, банальная ситуация, пока что так. Если говорить про все остальные клетки, которые у нас здесь правее, то то же самое ведь будет. Мы обязаны будем взять монетки, которые у нас в этой клетке есть, и взять то, что было слева накоплено. Потому что мы, по сути, для того, чтобы пройти в любую ячейку, любую клетку первой строки, мы должны из первой пройти до нее. Поэтому мы эту формулу можем спокойно себе протиражировать. На всякий случай можно проверить, встать в ячейку, посмотреть, действительно мы берем монетки с этой ячейки и добавляем то, что уже было накоплено. Аналогичная ситуация у нас будет происходить с первым столбцом, потому что мы не можем пойти слева, мы только сверху можем идти, поэтому мы забираем монетку, которая у нас, которые были, и добавляем то, что уже было накоплено. Ну и, соответственно, нам нужно протянуть эту ячейку, эту формулу ниже. Тут главное не ошибиться в плане подсчетов. Можно, кстати, опять же, ребята, можно напомнить такой интересный момент, что когда вы протягиваете некий диапазон, то в правом нижнем углу у вас есть дополнительная информация, среднее количество и сумма. То есть вот количество можно как раз себя контролировать по количеству. Вот было 19, я на 19 протянул. Понятно, первая ячейка нас не интересует. Ну и начинается самое интересное. А как остальное пересчитывать? Ведь у нас там получается формула какая-то более сложная. Тут надо опять же обязательно напомнить ребятам про то, чтобы еще раз проанализировали, откуда может идти робот. Робот может на одну ячейку всего лишь двигаться вправо или вниз. Поэтому вот откуда мы могли прийти в эту ячейку? Ну, логично, что либо вот сверху, либо слева. Поэтому мы должны что делать? Мы должны взять количество камней, количество монеток, которые здесь есть, и прибавить сюда более выгодный вариант. Откуда нам выгоднее идти, слева или сверху? Очевидно, что слева у нас больше. Надо, значит, взять вот этот 31 камень. Понятно, что руками ни в коем случае это делать не надо. У нас есть замечательная функция max. И мы берем, соответственно, ячейку слева и ячейку
сверху. Вот у нас получилось 49, да, проверяем. Ну, действительно, мы взяли 18, 16, которое там было, и 15. Вроде бы все как раз хорошо. Ну и дальше тоже мы эту форму должны растиражировать, потому что везде такая ситуация. То есть, находясь в какой-то ячейке, мы можем либо сверху прийти, либо, соответственно, слева. Поэтому здесь, опять же, с помощью маркера заполнения можно, например, протянуть сперва вправо, а потом вниз. Опять же, ребятам есть смысл напомнить про такой хитрый способ заполнения, потому что очень многие забывают, что можно сразу строчку протянуть и потом всю строчку протягивать по столбцам. Можно, кстати, столбец справа протянуть, потом по строчкам. Не важно абсолютно. Но опять же, здесь важный момент такой, что мы пока решили задачу без учета стенок. То есть мы вот эти стенки не рисовали и пока вообще никак не учитывали. Поэтому их нужно, естественно, сейчас каким-то образом учесть. Я их для наглядности тоже нарисую. Они будут, правда, у меня потоньше, но, в принципе, желательно их, конечно, сделать. Вот у меня эти стенки. Что у меня, по идее, может поменяться? Понятно, что нарисовав их, у нас ничего не изменится, формулы-то никуда не делись. Все точно такие же. Надо, естественно, проанализировать эту ситуацию с ячейками, которые рядом со стенкой. Очевидно, что для этой стенки то, что слева, по сути, никак не влияет. Да? То есть мы до сюда также можем дойти либо сверху, либо слева. А вот для тех, ячеек, которые справа, мы, к сожалению, через стенку проходить не можем. Поэтому мы здесь можем брать монетки, накопленные только сверху. Потому что в эту клетку можем прийти только сверху. То есть ситуация похожа на верхнюю строчку. Поэтому мы немножко подправляем нашу форму, и к монеткам, которые в этой клетке, мы добавляем только те, которые сверху накоплены. И, соответственно, эту формулу протягиваем. Тут важный момент, да, вот не промахнуться ровно до стенки. Потому что в этой клетке, когда мы уже прошли стенку, мы по-прежнему можем как слева, так и сверху приходить. Опять же, мы видим, что здесь у нас Excel начинает предупреждать нас. Ну, действительно, у нас формула абсолютно другая. Ну, вот, собственно, все хорошо. Мы перепроверяем на всякий случай, но все хорошо. С горизонтальной стенкой, ну, в принципе, то же самое. Понятно, что над стенкой ничего нам не мешает, мы также ходим. А под стенкой мы можем пройти только слева. То есть сверху мы не можем никак оказаться. Поэтому мы подправляем формулу и добавляем к тем монеткам, которые в текущей клетке, только те, которые слева. Ну и также аккуратненько протаскиваем. И тут вот у ребят тоже начинается иногда такой интересный момент. Сейчас мы стенки учли. Все хорошо. Но ответ не поменялся. Ну, я не знаю, заметили вы или нет, но ответ такой был 721. И тут у ребят обычно начинается, а как так? Мы же вот что-то сделали, а ничего не поменялось. Значит, мы что-то наврали, наверное. Где-то что-то ошибка какая-то. У них такая немножко паника начинается, что такого не должно быть. На самом деле такое может быть абсолютно. Ничего страшного там нет. Ну, кстати, хорошо, что если ребята замечают такие вещи, это хорошо. То есть они не бездумно делают, они понимают, что что-то, скорее всего, должно было поменяться. Но почему могло не поменяться? Да, собственно, маршрут у робота, например, я не говорю, что это оптимальный маршрут, он мог быть, например, каким-то вот таким. То есть он не затрагивал те стенки, где мы, собственно, что-то сейчас считали. То есть наличие или отсутствие этих стенок, по сути, на оптимальный маршрут просто не повлияло никак. И поэтому ответ не поменялся. Вот такое решение. Собственно, какие здесь еще моменты? Понятно, что если мы будем говорить про минимальное количество монеток, мы должны будем взять вместо функции max функцию min и пересчитать все. Там, собственно, ответ из-за стенок может тоже не поменяться, может поменяться. Здесь уже надо просто попробовать и посмотреть. Какие еще есть моменты, какие есть варианты посложнее? На первом заседании как раз вот была такая мысль, что вот была задача с ладьей и с ферзем. Пардон, с ладьей и слоном. Да. С ладьей задача действительно была на Статградах в том году. Суть в том, что у нас фигурка, ну, робот там, не ладья там формально это было, да, а робот мог перемещаться по всей строчке, он мог перепрыгнуть с одной ячейки сразу в какую-то клетку, на много клеток вперед. И точно так же он мог перепрыгнуть вниз. Здесь важный момент, что формально это не совсем ладья, это именно робот, который двигается только вправо, но на любое количество клеток, и только вниз на любое количество клеток. То есть вверх и влево робот не мог перемещаться. Это важный момент, иначе задача бы таким образом не решалась вообще.
Что у нас изменилось? Да, собственно, мы верхнюю строчку и первый столбец пересчитали бы таким образом, что мы бы смотрели, откуда мы можем попасть, например, вот в эту клетку. Мы могли в нее попасть из любой клетки до нее. Поэтому мы бы здесь ставили монетки, которые там есть, плюс максимальное число из того, что было слева. Аналогично для ячеек, которые в первом столбце. То есть монетки с этой ячейки плюс максимальное из того, что было до нее. А для всех остальных ячеек было бы немножко хитрее. Да? То есть мы вот выбираем на данный момент максимум из верхней и из левой, а мы выбирали максимум из двух максимумов. Максимум, который был выше, и максимум, который был левее. Вот, то есть на самом деле задача не такая прям сложная, если внимательно подумать, с ладьей, ну, давайте так, с псевдоладьей задача действительно посложнее, но даже по статистике, в принципе, неплохо с ней справлялись. То есть не все так плохо, как может показаться. Вот. Насчет слона, тут такой момент. Опять же, я, честно говоря, не видел такой задачи, четкой формулировки в тот раз никто не предложил, и я такой задачи не видел. Но здесь такой же, опять же, момент. Если у нас ладья может перемещаться в любом направлении, как по главной диагонали вверх и вниз, так и по побочной вверх и вниз, вот так, да, то тогда задача была неразрешима. Ну, таким способом, по крайней мере, да. Если какое-то уточнение насчет того, что слон может двигаться на одну клетку только по главной диагонали, либо на одну клетку вниз по побочной диагонали, тогда задача решается, в принципе, так же. Ну, просто будем смотреть, вот, откуда мы могли бы прийти вот в эту клетку, да, то есть мы бы могли прийти, например, либо отсюда, либо отсюда. Вот. Там, правда, тоже нюанс есть в плане того, в плане верхних клеток, да, а могли бы мы до них вообще добраться или нет. То есть задача немножко странная, я формулировки такой не видел, поэтому, к сожалению, я не могу эту задачу прокомментировать, потому что здесь, если ладья у нас ходит, вот, да, она может начать только ходить сперва сюда, потом сюда. То есть, ну, с этой клетки либо сюда, либо сюда. С этой клетки либо сюда, либо сюда. У нас бы много дырок было достаточно, верхняя часть была бы просто не заполнена, потому что над главной диагональю ладья бы вообще не смогла оказаться никак. Ой, не ладья, а слон. Вот, поэтому такой момент. Если у вас есть четкая формулировка про робота, который ходит по аналогии со слоном, то неплохо было, чтобы вы ее скинули, и мы ее можем разобрать как-то отдельно, обсудить. Но, еще раз повторюсь, я такой задачи не встречал ни на статградах, ни на тренировках. Возможно, у вас какой-то источник интересный, потому что у нас достаточно много различных источников, много авторов, которые придумывают очень интересные задачи, очень сложные задачи. Но я вот со слоном, к сожалению, не видел задачи. Вот таким образом. Поэтому задача на самом деле не очень сложная, и после тренировок, после статградов решабельность этой задачи опять же, что здесь можно прокомментировать, как можно решать это задание? Можно попытаться, как и на экзаменах, которые были бескомпьютерные, это, собственно, напоминаю, 26-е задание, которое раньше состояло из 3 пунктов. Можно решать аналитически, но если посмотреть задания, которые были раньше в 26-х, формулировка – это одна из самых сложных формулировок с точки зрения камушков. Там очень много вариантов. Единственное здесь, что полегче, здесь одна кучка. Еще более сложный вариант, когда было изначально 2 кучки, в одной известное количество камней, в другой S. Ну, принципиально, на самом деле, не отличается, там просто ходов было больше у каждого игрока. То есть здесь мы можем одну кучку либо +1 сделать, либо умножить на 2. А в варианте с 2 кучками мы +1 в любую из кучек можем делать, и умножить на 2, опять же, к любой кучке можем применять. Там, естественно, действий больше было. Но сама по себе формулировка одна из самых таких неудобных, потому что для того, чтобы аналитически решить, надо составить некоторые, так скажем, неравенства, систему неравенств. Для 19-го практически устно все составляется. Но если говорить про 20-е и 21-е, несмотря на то, что они такие коротенькие вроде бы, да, я думаю, вы помните, что в 26-м бывшем задании каждая из следующих задач, она как бы на один шаг длиннее, чем предыдущая. Да? То есть нам нужно, если в первой задаче, в 19-й, речь идет про то, что Петя не может выиграть и Ваня не выигрывает, то в следующий ход у нас получается, что теперь Петя может выиграть вторым своим ходом, то есть +1 действие по игре. Но в 21-м еще интереснее, Ваня
может выиграть либо первым, либо вторым, но нет гарантии выиграть первым ходом. То есть, по сути, у нас Петя, Ваня ходит. То есть дерево игры еще на одну линию как бы увеличивается. И как показывает практика, опять же, аналитически, 21 решается очень сложно, потому что здесь как раз вот эта часть насчет того, что он может выиграть первым или вторым ходом, учесть очень сложно. Там, в зависимости от задач, конечно, ну, неприятные ситуации возникают, и проанализировать очень неудобно, и системы сложно составлять, и там, неравенств много получается. Поэтому какие способы еще есть? Есть способ интересный достаточно написать рекурсивные функции. Функция, собственно, у нас будет возвращать, ну, как вариант, возвращать либо истину, либо ложь, подходит нам число или нет. Ну и аккуратненько надо просто в рекурсии описать, когда мы должны закончить выполнять рекурсию, и как, самое главное, передать ход от одного игрока к другому. Но мы сегодня не про программирование, мы сегодня про Excel, поэтому я покажу, как можно это было реализовать в Excel. Опять же, я не буду, с вашего позволения, вот так онлайн строить все это дело. Я сейчас покажу просто заготовку. Сперва покажу заготовку для вот именно этого задания, для демки, а потом покажу, как это может выглядеть двумя кучками. Ну и немножко прокомментирую, что здесь можно как построить. Вот у меня есть такая табличка. Опять же, насчет того, как размещать все эти промежуточные действия, это один из вариантов. Опять же, я не претендую на то, что это самый удобный, самый хороший вариант, но лично мне удобно располагать дерево сверху вниз. Вот у меня начальное состояние, 12 здесь, ну, наугад, условно говоря, поставлено. А потом, собственно, ход Пети из начального состояния, что он может сделать, да, то есть мы по формулам делаем +1 умножить на 2. Ваня, соответственно, может ответить либо +1, либо умножить на 2 к этому, либо здесь, да, опять же, что удобно, если вы будете сохранять, так скажем, расстояние между ячейками, мы можем тиражировать эту форму, можем Ctrl-C, Ctrl-V, правда, расстояние немножко разное у меня, заготовочка немножко поплыла. Вот. Но если мы будем копировать формулу, напоминаю, что при даже Ctrl-C, Ctrl-V у нас, по сути, происходит то, что правильно называется тиражирование, да, и формулы у нас будут на определенное количество клеток смещаться, да. Ну и точно так же мы дальше делаем ходы Пети. И вот важный момент, тут ребятам надо объяснить, что, в принципе, можно, конечно, и ходы Вани полностью описать, но здесь нужно рассказать ребятам про некоторые нюансы, про некоторые особенности. В частности, у нас есть два хода, +1 и умножить на 2. Понятно, что умножить на 2 – это ход, который быстрее приводит к некоторому результату. Неважно, про что мы говорим, выигрыш, проигрыш, вот к некоторому конкретному S. Поэтому для Вани на последнем уровне можно писать только ход умножения. Понятно, что если я с точки зрения игрока, как Ваня, например, да, могу выиграть, то удвоением-то я уж точно выиграю. Вот, понятно, что это дерево можно строить постепенно. Для первой задачи там, первый ход Пети и первый ход Вани только построят. Для второй задачи еще добавить второй ход Пети и так далее. Но лучше, наверное, сразу построить, чтобы не отвлекаться. И что я обычно здесь делаю? Вот здесь видно, что есть какие-то зелененькие ячейки. Это не что иное, как условное форматирование. То есть если посмотреть, с помощью условного форматирования я могу покрасить ячейки, которые вот в данном случае удовлетворяют стоп-игре, которая, собственно, победная. Ну, тут только победная, кстати, стоп-игра есть. Ну и в чем удобство? Да, собственно, если я сейчас буду менять значения исходные как-нибудь, то я вижу, что в каких-то ситуациях у меня происходит смена цвета, то есть это означает, что данный ход для конкретного игрока будет выигрышным. А дальше мы просто смотрим по заданию и анализируем, что должно быть. Да, то есть вот для первой задачи, еще раз скажу, достаточно, в принципе, вот этих уровней. Для второй задачи нам нужно добавить еще один уровень. И для третьей задачи нужно смотреть еще на дополнительный уровень. Вот. Ну, опять же, я, наверное, подробно не буду останавливаться на том, как конкретно анализировать, потому что ну, тут аккуратненько надо просто смотреть на условия задачи и смотреть, на каком шаге, на каком этапе появляются вот эти выигрыши, проигрыши. То есть Excel в данном случае ну, помогает нам не строить вручную это дерево, а помогает за счет условного, например, форматирования пронаблюдать, где происходит изменение ситуации,
Даже если ученик будет у вас по одному вот эти перебирать камушки, он увидит, что в какой-то момент меняется белое на зеленую, либо зеленое на белую клеточку. И исходя из этого можно проанализировать. То есть начальное значение, например, не подошло, мы начали менять, увидели, что ага, что-то изменилось. Проанализировали, что ага, вот это оно и есть, оно и подошло нам. Поэтому такой вариант с тем, что все достаточно наглядно. Строится таблица, если потренироваться достаточно быстро. Может показаться, что это такой процесс долгий, утомительный. Это не совсем так. То есть если приноровиться, если отработать навыки построения для одной кучки, для двух кучек, то строиться это будет все достаточно быстро. Поэтому проблем как таковых, я думаю, не должно быть. Главное напомнить, попрактиковаться с ребятами, как работать в Excel, потому что, опять же, Excel зачастую проходит в 8-9 классе и к 11 классу уже благополучно забывают. Что касается задания, когда две кучки, там, конечно, все веселее. Я вот сейчас вам покажу вариант. Вот такая ситуация. И прокомментирую, как строится это. Ну, деревом это, наверное, уже нельзя назвать. В предыдущей, конечно, полноценно деревом нельзя было назвать. То есть вот у нас есть начальное состояние, две кучки. Одна была фиксирована 9, другая была... Вот, надо было подобрать. Отдельно считалась сумма. И точно так же мы расписывали просто все ходы. Вот у Пети состояние первое, второе, третье, четвертое. То, о чем я говорил, просто увеличивается количество ходов каждого игрока. Потом, собственно, ответы Вани. И тут, опять же, важный момент. Да, у меня расположены ячейки определенным образом. То есть я могу вот это состояние, все 4 ответа скопировать и растиражировать вот на эти ячейки. И у меня тогда, ну, собственно, получается некий ответ. Да? То есть не надо это руками все вписывать. То есть если вы здесь вот сделаете формулу, +1, нет, пардон, здесь по заданию умножение на 4 было и +1, да. Вот. А затем начинается проблема. Задание получается достаточно объемное в том плане, что на ход Вани у нас уже вот в состоянии Вани, да, получается 4 на 4. А дальше еще надо увеличить в 4 раза. И располагать их таким образом будет уже неудобно, просто у нас таблица сильно размажется слева направо. Можно, кстати, некоторые говорят, давайте мы изначально дерево будем строить не сверху вниз, а слева направо. Тоже не сильно, на самом деле, это помогает. Поэтому вот в моей интерпретации ответами на ход Вани будут ответы Пети вот выстроены просто вниз. То есть это +1 к одной кучке, +1 ко второй кучке, умножить на 4 первую кучку и так далее. Ну и собственно, последний уровень этого дерева – это ответ Вани. И точно так же здесь ситуация такая, что выгоднее увеличивать, естественно, кучку и увеличивать, естественно, большую кучку. Ну и вот здесь просто надо указать только один ход Вани достаточно. Да? То есть вот если было состояние такое, то мы увеличиваем в 4 раза вторую большую кучку. Вот примерно такая таблица получается. Точно так же мы условное форматирование применяем. Тут, кстати, важный момент. Применять условное форматирование крайне желательно только к сумме, потому что стоп-игра отслеживается только по сумме. Если мы применим ко всем ячейкам, то у нас заодно закрасятся и отдельные кучки, скажем так. Это будет очень сильно отвлекать, поэтому условное форматирование применять лучше только вот к строчкам, где суммы у нас есть. Это будет правильно, это будет удобнее. Ну а потом дальше анализировать точно так же состояние по условию задачи. То есть там, где у нас появляется или пропадает, наоборот, выигрышная ситуация, там мы будем уже какие-то делать выводы. Опять же, можно строить по уровням, то есть там задание было примерно такое же, да, то есть можно у Пети у Вани ход построить для 19, для 20, собственно, построить еще один уровень, для 21 еще один. Но лучше таблицу, наверное, сразу строить, потому что, опять же, по опыту ребят, с которыми я занимаюсь, получается такая ситуация, что если строить по шагам, по вот этим заданиям, то начинает немножко сбиваться. То есть они сперва погружаются в построение таблицы, полностью строят всю таблицу, а потом уже начинают анализировать по рядам. Вот такой вариант. Еще раз по поводу построения. Это один из вариантов. Можно строить чуть-чуть иначе. Можно вот эти колонки строить. Вот это можно было
ближе к центру сделать, да, вот эти можно, собственно, было тоже смещать куда-то. Это один из вариантов, никоим образом не претендую на то, что это прям идеальное решение, но оно, по крайней мере, позволяет точно дать ответы на поставленные вопросы, а нам больше, собственно, на экзамене ничего и не надо. То есть главное ответить на вопрос. Вот. Ну, вот таким образом. Можете, собственно, задавать, обсудим. Так, ну и хорошо, остается 26-я задача. Перед тем, как ее разбирать, сразу хочу такой момент огласить. Есть 27-е задачи, которые решаются вполне себе в Excel. Можно табличным редактором решать и 27-е задачи. Но если говорить в общем, то не все 27-е решаются в Excel. И тут еще один такой момент. Я в тот раз на первом заседании уже об этом говорил. Есть некоторые разборы, есть некоторые, ну, так скажем, авторы разборов, которые, ну, мягко говоря, не очень хвалят Excel, потому что они считают, что вот Excel не сильно заточен под большие данные, под сортировки и так далее, и так далее. Ну, отчасти, наверное, есть в этом истина, потому что в некоторых регионах, я знаю, с коллегами общался, были проблемы, ну, скорее технического сорта, потому что был где-то только OpenOffice. Были ситуации, когда в силу, наверное, все-таки именно, ну, так скажем, техники, да, мощностей техники, Excel почему-то долго-долго-долго открывал файлик с 60 тысячами пар чисел, по каким-то причинам перестал открывать и открыл там, ну, условно говоря, из 60 тысяч только 30 тысяч значений. Учащиеся решили задачу для вот поставленного количества значений, но ответ получился неправильный. Опять же, у нас, с кем я общался, по республике таких проблем вроде бы не было, поэтому если сравнивать, что делать, программировать или в Excel делать, или там, в любом табличном редакторе, тут, ну, такой ответ как бы, если задача решабельна и в Excel, то можно и там делать, что ближе уже, да. Здесь, опять же, личное такое наблюдение по своим учащимся могу сказать, что если та же 27-я задача имеет решение и в Excel, и программно, то в Excel зачастую ребятам проще. Объясняю почему. То есть если они умеют там сортировать, какие-то основные действия делать, то в Excel нагляднее. То есть можно какие-то хитрые ситуации, которые алгоритмически сложно продумать, можно заметить, делая в Excel. То есть мы сделали, выбрали какие-то значения и вдруг обнаружили, ага, а можно было взять там то значение, а это не брать. И как раз получается программно мы это в алгоритме можем упустить, получить некий ответ. И вот запустили программу, увидели ответ. Правильно, неправильно мы, собственно, 100% сказать не можем. А в Excel многие вещи все-таки мы можем прямо увидеть и проанализировать, увидеть какие-то сложные, хитрые случаи. Вот. Но еще раз, это чаще, конечно, свойственно для 27-х задач. В 26-й задаче, как правило, таких проблем нет. Надо просто действовать по тому алгоритму, который дан. Ну, чуть-чуть тут надо додумать. Смотрим, да, здесь у нас сказано, что есть файлы, нужно как можно больше файлов поместить на жесткий диск и сделать так, чтобы у нас один из файлов был самый большой объем еще узнать. Да? Понятно, что для того, чтобы поместить, ну тут как раз то, чего надо немножко додумать, для того, чтобы в заявленный объем поместить как можно больше файлов, нам нужно помещать самые маленькие файлы. Тут, кстати, сказано, что можно, и вполне себе такое возможно, что что-то останется. Да, тут сказано, однако объем диска, куда он помещается, может быть меньше, чем суммарный объем всех файлов. То есть что-то на этот диск не поместится, ну, условно, мы будем помещать потом. Ребята тоже иногда спрашивают по этому поводу. То есть такая ситуация возможна. Что мы можем сделать и какие мысли должны быть, да, то есть для выполнения данного задания? Понятно, что мы должны выбирать как можно файлы меньшего объема, и должны мы их, соответственно, выбирать до тех пор, пока у нас предельное значение не накопится. Вот у меня здесь входные данные, да, и даже есть примерчик. Вот. Ну, что надо сделать? Да, собственно, эту идею реализовать аккуратненько. Мы должны в Excel отсортировать входные данные, набирать, собственно, те файлики, которые самые маленькие, до тех пор, пока у нас суммарное количество не накопится. А потом
важный момент. Нам надо еще сделать так, чтобы, ну, условно говоря, последний файл был самым большим. Собственно, какая здесь идея? Да мы должны просто проанализировать таким образом, что когда мы накопим сумму, если она прям совпала с предельной суммой, ну, значит, все хорошо. Значит, мы накопили вот максимальное количество файлов, и, естественно, никакой файл на другой мы заменить не можем, потому что вот максимум достигнут. Если, соответственно, у нас что-то осталось, то есть если у нас предел не достигнут, что мы можем сказать? А мы можем сказать, что один из файликов мы можем заменить, мы можем его выкинуть, а вместо него взять другой файл, который будет больше, чем вот как раз дельта, которая у нас осталась до предела. Ну и, собственно, вот заменяя, например, последний файлик, ну, чаще всего здесь как раз именно речь про последний идет в таких заданиях, выгоднее его именно заменять. Мы заменяем его на больший файл и смотрим, а нельзя ли его заменить там еще, чтобы предел был достигнут и полностью все выбрано. Вот. Ну, давайте, собственно, тоже покажу. Тут еще важный момент. Я специально сейчас покажу, как загружать данные в Excel, потому что здесь есть маленький нюансик. То есть, когда мы будем открывать, мы должны открыть файл, особенно если у нас парами числа идут, и особенно если их много. Лучше открывать, конечно, таким образом, что... Так, сейчас, секундочку, у меня 26 задание немножко не там оказалось. Секунду. Вот. Когда мы открываем файл, у нас там, собственно, текстовый файл. Поэтому для открытия в Excel нам нужно, во-первых, тип файла выбрать все файлы, выбрать файл. Вот. И здесь важный момент. Да? Если у нас просто числа, то мы могли бы с текстового файла скопировать и вставить. И дети зачастую так и делают. Да? Если же у нас будут пары чисел, то мы можем сделать таким образом, что поставить пункт с разделителями. У нас будет разделителем пробел. Ну и вот мы подгружаем. Да. Если мы бы копировали из текстового документа и вставляли сюда, то при копировании бывают всякие странные вещи, честно говоря. Поэтому лучше делать именно так. Открывать с помощью «Открыть файл» и выбираем файлы с разделителями. Что мы, соответственно, делаем дальше? Нам нужно отсортировать, собственно, первую колонку, но здесь вот важный момент. Надо отсортировать так, чтобы шапка таблицы не уехала, потому что это контрольные значения. Да? То есть это вот предельная сумма. Да, предельная сумма и количество. Да, то есть вот мы видим 970 их. Вот. В принципе, мы можем их отсюда даже убрать, чтобы они не мешались. Можем не убирать, но суть в том, что надо аккуратненько отсортировать. Ну, можно только первый. Например, здесь удобнее по возрастанию, конечно, сортировать. Вот, и получаем такое значение. Я сейчас как раз делаю специально это, вот, так скажем, онлайн, чтобы было видно, да, что на самом-то деле несложно это все делается. Что мы делаем дальше? Как я уже сказал, чтобы набрать максимальное количество файлов, мы должны выбирать вот эти самые-самые маленькие до тех пор, пока мы не наберем 8200, предельную сумму, или максимально близко к ней будем. Вот аккуратненько протаскиваем и смотрим в правом нижнем углу сумма. Тут главное не пролететь сильно далеко, вот у меня уже много там набралось. 8200, максимально стараемся до нее дойти. То даже в таком ручном режиме вполне себе это можно делать. Вот потихонечку идем, смотрим, да, уже 7700. Так, вот аккуратненько. Вот смотрим, да, у нас получилось... это максимально мы приблизились к нужному значению. То есть вот их можно, например, закрасить даже, и у нас значение получилось 8176. То есть у нас остается вот эта дельта, да, свободное место, по сути, это остается у нас 24 единицы. Так, количество файлов, соответственно, мы уже можем сказать, это 568. В правом нижнем углу можно пронаблюдать, да. Но последний файл мы можем заменить на что-то, что будет отличаться на 24 единицы. Ну вот, собственно, идем обратно вниз и смотрим. А что мы можем сделать? Это значит, что мы можем 29 выкинуть последнее. И, соответственно, заменить это на файл
максимум, да, 29 плюс вот эти 24 единицы. То есть мы этот файл выкинем и просто найдем максимально возможный файл из всего, что осталось. Это и будет вторым ответом на вопрос. Да, то есть, вот, ну, можно, опять же, кстати, ребята, напомню, что можно в конце экзамена уже голова плохо соображает, можно посчитать, вот 53 можно, да, максимум поместить. Ну и смотрим, есть ли там такое значение 53. Если есть, то на него будем заменять. Если нет, ну вот мы видим, что 70 уже много, а 50 еще можно. То есть получается, что мы количество файлов вот уже посчитали, да, и максимальный файл, который можем туда поместить, заменив последние 29 на, собственно, 50. То есть вот, количество 568, а максимальный файл 50. То есть, как мы видим, задача несложная, она вполне себе в Excel решабельна, и никаких проблем у Excel с тем, что отсортировать там порядка 1000 значений, не возникает. И в том числе не возникает, кстати, у Excel проблем, ну, обычно, если технически ноутбук нормальный вполне себе, или там компьютер нормальный, да, то отсортировать даже 60 тысяч пар чисел, ну, конечно, это не моментально происходит, но в целом вполне себе за осязаемое количество секунд, да, это не минуты, там, как некоторые говорят. Вот, поэтому задание тут скорее чуть-чуть подумать алгоритмически, и в Excel вполне себе оно делается. Вот. Еще раз, насчет 27 заданий. Часто спрашивают, а можно ли, все ли 27 можно решать в Excel? Ну, теоретически, наверное, да, но некоторые из них решаются очень сложно. Да? То есть есть задания, которые и так решаются, Excel и программно, вот, но некоторые из них, ну, в Excel, наверное, лучше не делать. То есть там есть задачи, которые, кстати, в демке проще, естественно, программированием решать. На то, чтобы проанализировать и оптимизировать. В Excel ее будет не очень удобно решать. Ну, хотя теоретически можно, хотя сложно. Для ребят, если по опыту, так скажем, тренировок, последнюю задачу из демки, например, естественно, решать проще программно. Вот. Ну, собственно, все, что я хотел показать с точки зрения проходит раз в 2 недели, обычно это по вторникам в 17:30. Если будут какие-то изменения, мы будем, естественно, информировать вас. И также напоминаю, что если у вас есть желание на наших семинарах поделиться какими-то наработками, возможно, у вас есть там, желание провести какой-то конкретный урок, показать какую-то методику преподавания, или у вас есть какие-то свои наработки интересные, вы можете написать, например, мне, выслать материал, мы договоримся о времени проведения, вам дадут, собственно, права на то, чтобы вы таким же образом, как я, рассказали то, что вы хотите. Ну и, соответственно, если у вас предстоит аттестация, то вам будет дана соответствующая справка, что вы выступали на республиканском мероприятии. Вот. На этом я, наверное, заканчиваю. Если есть вопросы, если есть какие-то пожелания на следующие семинары, то можете написать либо сейчас в чате, либо, если мысли придут чуть попозже, можете написать мне на почту. И следующие заседания как раз мы будем строить, исходя из ваших пожеланий, либо ваших желаний выступить. Поэтому традиционно несколько минут я, собственно, еще нахожусь здесь. Если есть что сказать, обсудить, то я вас выслушаю и прокомментирую. Если нет, то до следующего раза, ориентировочно через 2 недели, 17:30.